Новогодние мотивы вырисовываются на стекле в причудливой и яркой форме, а выставочный зал Музея изобразительных искусств Ингушетии на время превратился в художественную мастерскую. Накануне здесь прошел мастер-класс росписи по стеклу. Делимся своими впечатлениями. Витражная роспись – это изображение, выполненное специальными красками на гладкой стеклянной поверхности. Цветные витражи и лучи света, проходящие сквозь них, поистине великолепное зрелище. К счастью, для того, чтобы создать собственную витражную роспись, не нужно иметь какую-то специальную подготовку. Достаточно подобрать подходящий эскиз, взять основу, краски, а вдохновение не заставит себя ждать. Ну и, конечно же, многое зависит от педагога. Марета Хадзиева терпеливо передает свои навыки подрастающему поколению. Не бойся. И замыкаешь контур. Не сильно дави, не сильно, солнышко, хорошо? Не прижимай сильно. Под углом 45 градусов его держи. Мастер-класс проводится в рамках программы «Пушкинская карта». Участниками мероприятия являются держатели данной карты. На этот раз посчастливилось ученикам средней школы номер 1 города Карабулак. Хоть я и не особый фанат такого вида деятельности, но все же это довольно интересно. Я пытаюсь сделать так, чтобы он отпечатался на кружке, но не особо получается. Леденец. Леденец? Да. Вот. Я делаю это в первый раз, и мне было очень трудно выбрать, потому что я два листа смотрела, и вот мне понравился этот леденец. Я выбрала новогоднее украшение, потому что мне очень нравится рисовать и украшать, и было не сложно, а интересно. Очень интересный процесс, мне нравится, но на деле это трудно, обводить рисунки особенно. Ну, а так мне нравится очень. Интересный процесс. Теперь я понимаю, насколько дорогие подарки, которые сделаны своими руками. Такие мероприятия в предстоящем году будут проводиться в нашем музее на постоянной основе, сказала куратор мастер-класса, научный сотрудник Музея изобразительных искусств Роза Хамхоева. В планах Музея изобразительных искусств Республики Ингушетия разнообразить эти мероприятия и привлекать новых мастеров. Мастер-класс вовлек всех участников в красивый и увлекательный мир художественной росписи по стеклу, и я тоже решила попробовать свои силы. Нужно сказать, что достаточно кропотливая работа, требует терпения, навыка и определенной любви именно к декоративно-прикладному искусству. Раньше я занималась другими видами искусства прикладного, но сейчас в последнее время меня именно привлек мое внимание именно витражная роспись. Меня очень захватила история сама витража, да и вообще, если кануть в лету, то и само производство стекла, что и как было сделано. Это одна из моих самых первых работ, одна из самых любимых. Именно, можно сказать, что это с этой вазы нашло мое вхождение в витражную роспись. Рисунок на нем, как вы видите, он более такой произвольный и более такие легкие полупрозрачные краски, тени. И мне очень нравится то, как проходит свет сквозь эти краски и то, какое свечение он излучает. Вообще витражная роспись, она интересна, я думаю, будет не только взрослым, но и детям. Особенно я сделала для себя актуальным это направление. Почему? Потому что посредством витражной росписи развивается мелкая моторика, а в центре мелкой моторики и речевой они связаны. Посредством изобразительной деятельности у детей развивается речь, воображение, мышление, эстетические развиваются вкусы. И детям очень нравится, но сразу взять и выполнить рисунок невозможно, потому что там заливка идет это поэтапный процесс. Если на выпуклой поверхности, то нужно залить какую-то часть определенную, подождать, пока краска сохнется, и потом только ты переходишь на следующий участок. Для чего это делать? Для того, чтобы краска не растекалась, не вытекала, не выходила за контуры, чтобы добиться ровности и рельефности рисунка. Процесс этот кропотливый, долгий, но он очень интересный, очень захватывающий, потому что по окончании можно увидеть что-то свое, неординарное, и человек получает то, чего нету ни у кого. И всегда, если есть возможность человеку самому воплотить в реальность свои фантазии, это стоит гораздо больше, чем готовая работа, сделанная кем-то. В память об этом дне Марета Хадзиева подарила музею вазу, которая является одной из первых и любимых работ мастера. Вместе с массой позитивных эмоций, новых знаний и навыков каждый участник получил в подарок свое изделие – эксклюзив, сделанный собственными руками.